Добрый вечер. В эфире ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня и в начале коротко о главных событиях. Пожелания плодотворной работы премьеру и новым министрам от президента Алана Гаглоева. В правительстве прошло первое заседание нового состава Кабинета министров. Комплекты экипировки и тактической защиты. Ветераны ФСБ России оказали поддержку югостинским коллегам, бойцам спецподразделения КГБ. В столице чествовали известную остинскую поэтессу, члена Союза писателей России, мецената Ольгу Чехоеву. Ей исполнилось 80 лет. Поручение от главы государства. В правительстве прошло первое заседание нового состава Кабинета министров. Его посетил Алан Гаглоев. Президент пожелал председателю правительства и вновь назначенным министрам плодотворной работы, акцентировав внимание присутствующих на отдельных вопросах социально-экономического развития страны. В инвестиционную программу текущего года внесены новые объекты. Так, впервые будет капитально отремонтирована и заасфальтирована дорога в святилище Джейрадзуар. Благоустроят прилегающую к городскому озеру территорию. Отремонтируют улицу Черепичная. Зарина Кочева продолжит. Первое заседание нового состава правительства прошло под руководством главы государства Алана Гаглоева. Президент пожелал новому составу Кабинета министров плодотворной работы во благо народа республики. В первую очередь хочу поздравить всех вас с назначением новый председатель правительства Жамбулат Мирвадикович. Особо хочу отметить новых членов правительства. Джуев Константин Муратович, первый заместитель председателя правительства, который будет курировать социальный блок. Министр образования Клеева Рима Шамиловна. Министр культуры Мамиев Григорий Петрович. Хочу всех еще раз поздравить, пожелать плодотворной работы во благо народа Республики Южная Осетия. Алан Гаглоев проинформировал участников заседания о своей рабочей поездке в Москву. С коллегами обсудили вопросы безопасности, экономического развития и социальной поддержки Южной Осетии. Президент подчеркнул, что российские коллеги подтвердили готовность продолжать всестороннюю поддержку республики. Встречался с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Владимировичем Кириенко, с начальником управления Яриным Андреем Вениаминовичем. Обсуждали вопросы в правительстве с Александром Валентиновичем Новаком, вопросы безопасности с первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Гумаровичем Нургалиевым. Были и другие встречи. Наши коллеги на всех уровнях и на всех встречах подтвердили еще раз, что поддержка Южной Осетии продолжится по всем направлениям. И, конечно, эти вопросы нам будет необходимо отдельно по ведомствам обсудить, подготовить по определенным вопросам наши предложения. Президент Алан Гаглоев поручил министру иностранных дел Ахсару Джиоеву на постоянной основе вести работу с российскими коллегами по расширению и углублению интеграционных процессов с Российской Федерацией. Учитывая весьма сложную международную обстановку, это больше касается Министерства иностранных дел, необходимо в приоритетном порядке особое внимание уделять совершенствованию отношений со стратегическим партнером Южной Осетии Российской Федерации, являющейся единственным гарантом безопасности нашей республики в контексте реализации положений договора о дружбе и союзничестве. И от 18 марта 2015 года о союзничестве и интеграции. Необходимо продолжить координацию международной деятельности исполнительных органов государственной власти в целях проведения единой политической линии Республики Южная Осетия. Уделять особое внимание обеспечению дипломатических и консульских отношений Республики Южная Осетия с государствами, признавшими Республику Южная Осетия, а также налаживанию контактов с другими странами. Мы совсем недавно этот вопрос, Ахсар Муратович, ждали, и наши коллеги в этом вопросе, надо им отдать должное и выразить очередной раз слова благодарности, что по этому направлению наши коллеги тоже проводят очень серьезную работу и каждый раз это отмечают. Отдельно, Ахсар Муратович, поручение на постоянной основе вести работу с нашими коллегами по расширению и усилению интеграционных процессов с Российской Федерацией. Этот вопрос тоже обсуждался в ходе командировки.
На заседании также были озвучены планы по важным инфраструктурным проектам. По поручению президента Алана Гаглоева дорога к святилищу Джередзуар включена в инвестпрограмму. Уже в этом году ее капитально отремонтируют, уложат асфальт. По моему поручению, значит, Джамбулат Мирвардикович лично тоже отрабатывал этот вопрос. Внесли в новую инвестпрограмму асфальтирование дороги к святилищу Джер. Шамай Джережуарма Ашиас асфальт Сараза. خود کماندر خست کنگوت ما خوشا و فرشه فیدن متا جیرای تروم بما ما کرم مقومه واناتای خودزه کمرخیزه خودزه یونگ ساسفالت کنم نخدک در ایرستونن یخوز سر ورس در ما یشگات فرسای در تنگ بیرادم شون بایده شمای سبینون تیمه سسولت تیمه ولدای درش چیک فتخ سکنی ننیشینا دایکنه ایستمه کوی برزور خشاون بایدن چورتا کشای تورسای آل رگیونای در خشاون بایدن شمای سوی ما بفجخ سوی میدار در که توریسم کوی کنم بایدن و ارمست ادمینستراسیون ما مرمست پرزیدنت منه فلا کمه دارید در نه و ведомства можете шам бойденч удон олчи дар явожете кананч яхур захват ме чежжор фелин кананч маса бофажахсам бойденч ман магасканан ошоқутток кей бонтусти манан кей рошу дишли тенгештер кохшафу нахом дар на мангай кавы бузнак захын на коллеготан кадун на бомбарстуй фекостуйна на похостам инвестпрограммама. Кроме того, в этом году будет капитально отремонтирована улица Черепичная. Зарина Кочева, Аида Кочева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Полностью материал о ходе первого заседания нового состава правительства смотрите в эфире нашего телеканала. В ходе заседания правительства были произведены кадровые изменения в ряде министерств и ведомств. Также внесены поправки в государственный бюджет на текущий год. Исполняющий обязанности министра финансов доложил об увеличении расходной части бюджета. Подробности далее. Правительством Южной Осетии внесены изменения в закон о государственном бюджете республики на 2026 год. С докладом по этому вопросу выступил исполняющий обязанности министра финансов Родион Кузаев. В соответствии с предлагаемыми изменениями, действующий закон, доходы составят 8 миллиардов 949 миллионов 323 тысяч рублей. Расходы 9 миллиардов 685 миллионов 17 тысяч рублей. В основном изменения касаются отражения остатков средств финансовой помощи Российской Федерации, предоставленных в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционных программ содействия. Кабмин одобрил и поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. Они предполагают возможность для военнослужащих срочной службы заключать контракт с Министерством обороны уже после 3 месяцев службы. Внесение поправки в закон Республики Южная Осетия о воинской обязанности и военной службе от 9 июня 2010 года номер 157 позволит ускорить заключение контракта военнослужащих срочной службы с Министерством обороны не менее чем через 3 месяца срочной военной службы сроком на 3 года, что также повлияет на повышение эффективности служебной деятельности, обновлению кадров, улучшение качества выполнения поставленных задач и поддержание высокой боевой готовности на уровне, гарантирующем обеспечение безопасности Республики Южная Осетия. Министр также сообщил, что впервые за многие годы оборонное ведомство Южной Осетии укомплектовано в полном составе. В связи с проведенной ранее совместной работой оборонных ведомств Российской Федерации и Южной Осетии по увеличению денежного довольствия, оснащению техникой, вооружением и новой формы одежды повысился престиж военной службы. Впервые за много лет Министерство обороны Республики Южная Осетия укомплектовано в полном составе. В рядах вооруженных сил республики срочную службу проходит более 100 военнослужащих. Правительство одобрило и программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2026 год. Программа направлена на обеспечение устойчивого развития отрасли. Государственная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2026 год разработана в соответствии с законом Республики Южная Осетия о развитии малого и среднего предпринимательства в республике. И разработчиками является Министерство экономического развития. Основными целями программы являются обеспечение устойчивого развития сферы малого и среднего
предпринимательства республики, расширение налогооблагаемой базы республики, создание дополнительных рабочих мест и повышение самозанятости населения, увеличение реальных доходов населения, увеличение количества фактически действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Для достижения целей намечается создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и привлечения средств в сферу малого и среднего предпринимательства. Кабмин поддержал первый проект закона, регулирующий установление предельных размеров оптовых и розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Проект направлен на обеспечение доступности жизненно важных лекарственных препаратов для населения республики, а также создание прозрачного механизма регулирования цен в сфере обращения лекарственных препаратов. Проект постановления утверждает предельный размер оптовых надбавок и предельный размер розничных надбавок к фактическим откусным ценам производителей, выраженные в процентах, дифференцированы в зависимости от стоимости лекарственных препаратов. Сам проект постановления правительства имеет безусловную актуальность. Принятые кадровые решения. Руслан Кукоев назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства республики. От должности заместителя председателя Комитета по молодежной политике и спорту освобожден Андрей Утаев в связи с переходом на новую должность. Эдуард Зозиев назначен заместителем главы администрации города Цхинвал. Кандидатура Майи Засеевой утверждена на должность первого заместителя министра здравоохранения Южной Осетии. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Комплекты тактической одежды и средства индивидуальной бронезащиты. Ветераны Федеральной службы безопасности России оказали поддержку югостинским коллегам, бойцам спецподразделения КГБ. Один из комплектов был подарен главе государства как ветерану органов госбезопасности. Алан Гаглоев посетил комитет и осмотрел новые комплекты экипировки. Верховный главнокомандующий поблагодарил служащих КГБ за добросовестную работу в деле защиты интересов Родины. Спецподразделение КГБ для проведения стройосмотра построено. Докладывал Герман Кадин. Президент Алан Гаглоев посетил Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия, где осмотрел новые комплекты экипировки, переданные российскими коллегами для бойцов специального подразделения ведомства. Поддержку югостинским коллегам оказали ветераны Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Бойцам спецподразделения КГБ Республики Южная Осетия были предоставлены комплекты тактической одежды и обуви, а также средства индивидуальной бронезащиты. Комплекты, 50 комплектов средств защиты с пластинами, думаю, отдельно выпущены, ботинки, форма такого и 50. Это наши ветераны. И хочется поблагодарить наших ветеранов Федеральной службы безопасности, наших коллег, которые нам оказали такую помощь. Председатель Комитета госбезопасности Юрий Кади вручил один из комплектов Верховному главнокомандующему вооруженными силами, президенту Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву, как ветерану органов государственной безопасности. Душа радуется, когда человек видит то, что получается поддержать ребят. Здесь есть и молодые ребята, но в основном все они принимали участие в боевых действиях 2008 года, до 2008 года. Поэтому ребята достойные. Мне тоже посчастливилось вместе с ними прослужить, как родным братьям. Остались вот такие самые теплые братские отношения. Конечно, радуюсь тоже вместе с вами, что получается для ребят. Глава государства поблагодарил российских коллег за внимание и поддержку, оказанную сотрудникам югостинского ведомства. Он также выразил признательность личному составу Комитета государственной безопасности за добросовестную службу, отметив их вклад в обеспечение безопасности и стабильности республики. شودر وسط جزات جوعت درول كماندر نخوس كان قد فلك بوقاوة ما بوقاوة فلك بوقاوة وتكوما شدوام يا يوم دوا خطنا فين كنت ضد كبوقو ديوات رويبرام بستا طب كان كنت كاوما كروما فلاو كنت كاويدر يشتف زون كاسترف سمرتكدون وما وفادل شاوي أو شخص وشقديسوي ما مختو خيزاغنا كونا بوكا يوم بويوم مخت
В завершении Алан Гаглоев пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства мира благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Республики Южная Осетия. Стелла Бязарова, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. В Косдрамтеатре накануне чествовали поэтессу, лауреата премии Куста Хитагурова в области литературы, члена Союза писателей России, мецената Ольгу Чехоеву. Ей исполнилось 80 лет. Ольга Чехоева прошла яркий жизненный и профессиональный путь. На протяжении многих лет является примером для многих. На мероприятии присутствовали президент Алан Гаглоев, руководство и депутаты законодательных органов Республики Южная Осетия Эрсу Аланя, представители общественности, деятели культуры, поклонники творчества поэтессы. За заслуги перед республикой и многолетний плодотворный труд Алан Гаглоев удостоил Чехоеву ордена дружбы. Пример мудрости и благородства. В Государственном драматическом театре чествовали известную осетинскую поэтессу Ольгу Чехоеву. Ей исполнилось 80 лет. Лауреат Государственной премии имени Куста Хитагурова, премии имени Нафиджу Сойта, член Союза писателей России, благотворитель. Достижения Чехоевой можно еще долго перечислять, но самое главное, как отмечали приглашенные на юбилейный вечер, она прекрасный человек, готовый выслушать, поддержать и помочь. Судьба уготовила будущей поэтессе нелегкую жизнь. В младенчестве Чехоева потеряла родителей. Вырастила и воспитала ее тетя, сестра отца. Несмотря на то, что у нее было доброе сердце, и она любила сироту как своего ребенка, все равно никто не сможет заменить сердце матери, сказала сама поэтесса в фильме, посвященном ее жизни и творчеству. Юбилейный вечер посетили президент Алан Гаглоев, руководители и депутаты законодательных органов Юга и Севера Осетии, представители творческой интеллигенции и ценителей творчества поэтессы. Глава государства поздравил Ольгу Чехоеву с юбилеем, отметив ее огромный вклад в развитие осетинской культуры и литературы. Манай тэдэт жон болот яхадаг даромис мем хавшот дожо тахуд кенен фототон кейшемей яни ораг модофта пушкена мен нема юмала кодмак докана сайдофма уйдойно шод намишино рокта шемей да кастартан фотот даттой эмадасак ухтул дархас сушиндар дулкамер мадалла коттар канун йораг надайси норда рачеген шорт мишина. За заслуги перед республикой и многолетний плодотворный труд Алан Гаглоев наградил Чехоеву орденом дружбы. Председатель парламента Республики Южная Осетия Алам Маргиев поздравил писателя с юбилеем, пожелав долголетия и адресовал слова благодарности за значимый вклад Ольги Суликоевны в развитие национальной литературы. Без преувеличения, каждый присутствующий сегодня в зале, как и весь наш народ, все жители нашей республики и далеко за пределами нашей республики знают вашу доброту и отзывчивость, то, с какой любовью и теплотой вы относитесь к родине и к своему народу. Ярким подтверждением этому является весь ваш жизненный путь, ваше творчество. За выдающиеся заслуги в области литературы поэтессе было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия Аланя». Председатель парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев пожелал Ольге Чехоевой здоровья и вручил ей почетную грамоту законодательного органа Братской Республики. Для меня сегодня большая честь находиться на этой прославленной сцене и от имени главы Республики Северная Осетия Аланя Миняйла Сергея Ивановича, от имени депутатов парламента Республики Северная Осетия Аланя, от себя лично приветствовать вас
дорогие друзья, и поздравлять дорогую, уважаемую Ольгу Сулюкоевну с днем ее рождения. Ольга Сулюкоевна прошла очень яркий, профессиональный и жизненный путь, и на всем этом пути была образцом мудрости, принятии жизненных решений, благородства в общении с людьми. Ее благородство – это яркие примеры, когда государственные премии она передала детям, сиротам. И таких случаев в ее жизни было очень много. Жизненный путь Чехоевой был тернист. Нелегкая участь сироты наложила свой отпечаток. Впоследствии поэтесса отразила свои чувства и переживания в произведениях. Выступающие отмечали ее доброту, отзывчивость и большое доброе сердце. Чехойтам прямой назад. Он навод авдав сумаранюнат хол. Я сардам бал чехойта суликой масахи самудар тасфарунат. Фала амон гусканаган сазоктаван. Артазил сахаст вадавар яфетта. Сапорсавал нурнакасан кот алмачида ромня зундамуна квациза габирас валлата камани судуна хотар таис ама девса марасизаре вахиун нефессу. Ама нефессу чехойтам. В стенах Госдрамтеатра звучали произведения поэтессы, стихи о любви к родине, человеческих судьбах и философские размышления. В завершении юбилейного вечера Ольга Чехоева поблагодарила всех присутствующих в зале. Ольга Чехоева – одна из ярких личностей в современной литературе Южной Осетии. Ее творчество пропитано глубоким лиризмом, любовью к родной земле и философским осмыслением жизни. Стелла Бязрова, Фатима Чочева, Заур Устаев, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Южная Осетия имеет свой путь, ориентированный на партнерство с Российской Федерацией, и о совместном проживании в единой Грузии речи быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел Ахсар Джиоев на брифинге, посвященном итогам рабочей поездки в Москву. В ходе визита был проведен ряд двусторонних встреч. Брифинг был посвящен итогам рабочей поездки в Москву министра иностранных дел Ахсара Джиоева. В ходе визита был проведен ряд важных двусторонних встреч, в том числе с послами государств, признавших независимость Республики Южная Осетия. Министр рассказал о том, что стороны настроены на дальнейшее развитие дружеских отношений между Южной Осетией и Венесуэлой. Брифинг был посвящен итогам рабочей поездки в Москву министра иностранных дел Ахсара Джиоева. В ходе визита был проведен ряд важных двусторонних встреч, в том числе с послами государств, признавших независимость Республики Южная Осетия. Министр рассказал о том, что стороны настроены на дальнейшее развитие дружеских отношений между Южной Осетией и Венесуэлой. На прошлой неделе состоялась рабочая поездка в Москву. Для нас это не секрет. Россия является стратегическим партнером, и во многом и в основном наши контакты проходят через Российскую Федерацию. Собственно, это географически логично, поскольку с южной стороны у нас пока не совсем все стабильно, но работа в этом процессе, в этом направлении идет. В Москве имелись у меня встречи, в том числе и в посольстве Никарагуа. Как известно, Республика Никарагуа была первой, которая после Российской Федерации признала независимость Южной Осетии в 2008 году. И для нас очень важно поддерживать и развивать отношения с этой латиноамериканской страной. То же самое у нас есть планы в отношении и Венесуэлы, собственно, и с послом Венесуэлы в России Хесусом Саласаром Веласкесом я имел встречу.
Ахсарджиев отметил, что этот год весьма непростой для Венесуэлы. Как известно, в январе текущего года был похищен президент Николас Мадуро. Этот инцидент создал серьезную напряженность. Венесуэла является важным партнером, так как признала нашу независимость, и мы им признательны. Поэтому двусторонние отношения, основанные на взаимной поддержке и дружбе, будут развиваться и дальше, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Министр прокомментировал недавнее заявление президента Грузии о совместном проживании с осетинами и абхазами в единой Грузии. Южная Осетия имеет свой путь и ориентирована исключительно на партнерство с Российской Федерацией, отметил Ахсарджиев. Здесь не может быть каких-то иных подходов, никакой речи об едином государстве, едином проживании нет и быть не может. Наша история совместного проживания с Грузией, к сожалению, имеет очень много негативных примеров, которые нам подсказывают то, что и геноцид 2020 года, и события 1989-1992 году, 2008 год. Вот 18 марта исполнится 35 лет Турецкой трагедии, Зарская трагедия, трагедия в Цинагаре. Вот эти случаи, конечно, у нас в нашей исторической памяти нашего народа, и опираясь и смотря на нашу историю, говорить о совместном проживании, я бы не стал, и, как я уже сказал, об этом речи нет и не может быть. В ходе брифинга министр сообщил и о начале приема заявок от граждан республики, желающих поступить в Московский государственный институт международных отношений. Мы недавно получили письменное подтверждение из МГИМО относительно сроков и количества мест по разным направлениям. И мы это публично в информационное поле дали, чтобы граждане Южной Осетии, жители Южной Осетии имели возможность подать документы и принять участие в вступительных испытаниях. По количеству мест на бакалавриат МГИМО предоставляет до 7 мест, на магистратуру до 4 мест и аспирантура 2 места. Крайний срок подачи документов 10 апреля 2026 года включительно. Экзамены будут проходить в онлайн-формате. Яна Плиева, Алена Утаева, Алим Бетеев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Юрий Гаглойт, историк с мировым именем, кандидат исторических наук, профессор, выдающийся остинский ученый, автор многочисленных исследований по истории осетин. Ученого не стало после тяжелой болезни 4 года назад. Память о Юрии Сергеевиче живет в его трудах. Ученики, коллеги вспоминают о нем как о человеке, всецело преданному своему делу, постоянно пребывающем в поисках новых изысканий. Оксана Джоева продолжит тему. 4 года назад ушел из жизни выдающийся ученый, историк Юрий Гаглойт. Он оставил после себя богатое наследие. Его работы, посвященные истории народов Кавказа, отличались глубиной анализа. Не менее важна и его педагогическая деятельность. Лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова долгие годы возглавлял кафедру истории Осетии, кавказоведения Юго-Осетинского государственного университета и отдел истории и этнологии научно-исследовательского института. Юрий Сергеевич был не только блестящим ученым, но и чутким наставником. Роберт Кулумбеков, долгие годы работавший бок о бок с Гаглойте, вспоминает о его глубочайших знаниях, неутомимой жажде исследований и преданности своему делу. Я счастлив, что мне довелось работать с таким корифеем отечественной науки, даже скажу более общекавказской, общемировой науки, алановедом, артоведом, прекрасным человеком, коммуникабельным человеком Юрий Сергеевич Гаглойт. Я знал его до того, как стал заниматься наукой. Еще у нас общие родственники были. Мне как-то однажды довелось побывать в его рабочем кабинете. Это мансарда в доме по улице, по проспекту Алана Джоева. Это бывшая улица Ленина. И тогда был вот заворожен вот эта рабочая обстановка, обилием книг, вот такой камерностью, такой изолированностью именно вот рабочего места. Действительно было ощущение, вот тут творится наука. Роберт Кулумбеков отмечает, Юрий Сергеевич проявлял себя как истинный мастер своего дела, вдумчивый исследователь и глубокий мыслитель. Он также был музыкантом, тоже, наверное, помогало ему вот в познании. Ну, потом уже началась вот его период жизни,
занятия наукой. И вот в 1964 году он защищает диссертацию, это его основная работа, Алан и вопросы этногенеза осетин. Самое интересное, что защитил у него в 1964 году, в тот год, когда я сам родился. Исследователь-археолог Руслан Заттиатес знал Юрия Гаглойте с раннего детства. Ему посчастливилось работать с ним долгие годы. В школе он был отличником, в комитете комсомола был. Вот. Ну и еще, что можно сказать, да. Он в шахматы рано начал играть, был шахматистом и был членом сборной не республика, а области, Юго-Осетинской области. Руслан Заттиатов, вспоминая годы совместной работы, подчеркивает не только профессионализм известного историка, но и его человеческие качества. Память о Юрии Сергеевиче Гаглойте живет в его трудах, в его учениках и в неоценимом вкладе, который он внес в науку. Его уход – невосполнимая утрата для научного сообщества. Оксана Джуева, Алим Бетеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Артисты исполнят более 20 композиций, среди них полюбившиеся песни. Эстрадный ансамбль «Мемориал» в рамках гастрольной программы посетит населенные пункты в районах республики. Зрителя ждет сюрприз. В программу выездных концертов включены новые лирические и патриотические композиции. О дате и месте выступлений жители районов будут информированы предварительно. Юго-Осетинский эстрадный ансамбль «Мемориал» выступит с концертами в городе и районах республики. Первая встреча с любителями репертуара группы состоится в поселке Дзау 12 марта. Программа «Навагейна Агдарканам», «Навагзоржистанам Фазоном Бодес», «Стараться Канам Шемай Зоржиставой Современнита Иснам Зоржистакадун Росгардар Республикой. Истам широкий репертуар, военный тадарджи, лирика тадарджи, патриотический таджи. В общем, я думаю, будет интересно. Артисты исполнят более 20 композиций. Зрителям представят полюбившиеся песни, отметил директор ансамбля Вадим Харебов. Навак программа намис, расуд зорджитанамис, расуд зораганджитанамис. Мы калма касам в концерт жау. Масте дорт реклама мапусут, ма allrounder фазинджин аушена хаус. Кусар иристоны, пачахадон, эстрадон ансамбль «Мемориал». В рамках предстоящего турне ансамбль «Мемориал» посетит населенные пункты в районах республики. У жителей будет возможность насладиться любимыми песнями в живом исполнении. Иснам солисткота Джиотудяно, Лева Лана, ма Алборова Влада. Аудунам Стенама, Фала Ватиган Фафунабиста. Репертуар ансамбля расширяется. В программу концертов включены новые лирические и патриотические композиции. Зрителям будет интересно, отметили артисты группы. Охабра судут, ма налгоймекта офта шукршхоуи. Ма амунчнут, ма вазарташи шинкану алхоттаравшавундуштрхшору. Гастрольная программа ансамбля будет дорабатываться, поэтому о времени и месте проведения следующего концерта жители будут информированы дополнительно, отмечают руководители группы. Оксана Джуева, Альдина Чехоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 8, ночью 1 градус тепла. В Царском районе днем плюс 5, ночью нулевая температура. В городе Квайса днем плюс 4, ночью минус 2. В Ленигорском районе днем плюс 8, ночью плюс 2. В столице республики в Цхинвале днем 7 градусов тепла, ночью плюс 2.
На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.